В разные периоды советской истории термин «женсоветы» являлся собирательным названием нескольких официальных органов. Туда входили женотделы, женские сектора, производственные советы женщин, женские делегатские собрания. В период же российской истории понятие «женсовет» немного видоизменился и стал добровольной, независимой общественной организацией, созданной для защиты интересов граждан. Это сообщество выступает за социальную справедливость, осуществляет взаимодействие с общественными организациями, оказывает помощь семьям, ну и в целом решает проблемы женщин. Сегодня в нашем выпуске мы вас познакомим с активистками и общественницами, мамой и дочкой, чьи сердца никогда не были равнодушны к проблемам общества. Как уроженки Верхнеколымского района, прожившие почти всю жизнь в Среднеколымске, оказались в Якутске и продолжили свое благородное дело, узнаете прямо сейчас. Я у бабушки живу, я у дедушки живу, папа с мамой ходят в гости. Я у бабушки живу, я у дедушки. Это была моя коронная песня. Папа мне ее периодически напевал, ходил. И я такая, так, снова, да? Какие-то командировки, дела, поездки. И вот выросла я, получается, больше вот как бы с бабушкой. Комсомольская жизнь тогда бурлила, кипела, не то, что сейчас-то нет молодежи, а у нас вообще очень много интересных дел, мероприятий проводили. Партии вот направили на 8 человек в высшую партийную школу Хабаровска. 2 года учились мы там. Нас учили марксизму, ленинизму, там мы ночью сидели, штудировали, пока у нас мозоли не образуют ручкой, конспектировали работы Карла Маркса, Энгельса, Ленина. И я вот эту красавицу оставила с папой. И вот поехала учиться. Сейчас я потом думаю, зачем я маленького ребенка оставила с папой в Среднеколымске. Но там бабушка, мужа мама была, там она очень помогала, и вот ее сестры помогали, тети вот это. Потом она меня отправляет, одну фотокарточку написано, стоит там в одежде и пишет: мама, я уже такая большая выросла. Такая большая выросла, отправила. И вот на той фотографии, ну мне там, по-моему, лет 6, я так сильно скучала по маме. Ну вот мама была, и мама пропала. Мама уехала на целых 2 года. Это такое прям воспоминание детства, что мы остались с папой вдвоем. И вот такое яркое воспоминание о том, что как мы собираемся утром в садик. Папа научился плести косы. У меня были длинные волосы по пояс, и вот его вот это каждое утреннее мучение, вот я помню, как он брал, вот так вот просто разделял, и это вот для него было вот что-то, вот я не знаю, вот нужно было у него спросить, как он это освоил. Но в итоге, когда мы опаздывали, он просто брал бантики, ложил мне в карман и говорил: отдашь воспитательнице, пусть она тебя заплетет, мы опаздываем. И вот так вот меня за руку, и мы с ним бегом в садик. А папа, Иванов Николай Николаевич, он всю жизнь проработал в органах МВД, и сейчас пенсионер, ветеран службы внутренних дел. И у него всегда дежурство, у него всегда что-то происходит, цейтнот там. И тоже вот помню, в очередное утро мы с ним, значит, выходим из дома, и он говорит: ну, дочь, ты уже большая, садик здесь недалеко, ну, сама дойдешь же, знаешь. Ладно, хорошо, дойду. Помню, я была такая довольная: ой, я уже такая большая. Меня отправили одну самостоятельно в садик. Я, значит, подхожу к этому садику, но так как уже основной прием, видимо, детей закончился, и я так посмотрела, так было так пустынно, ну так народу не видать. Я так еще вокруг садика так обошла, к двери подошла, так посмотрела, вроде никого нету, никто меня не видит, развернулась и пошла к бабушке. И подумала, проведу-ка я сегодня день лучше с бабушкой. Ну, в общем, не хотела идти в сад. И бабушка там у меня открывает дверь, чуть в обморок не падает. Сидим с бабушкой, обедаем, тут папа приходит на обед. Он заходит, видит меня и чуть не падает.
это что такое? Как ты там? А тут спасибо бабушке, она меня там, давай защищай, такая, все, не ругай ребенка, все, но она пришла, все хорошо, молодец. Мы с папой, да, 2 года прожили вдвоем, но 2 лета, я помню, мы с ним ездили к маме в Хабаровск, где она училась здесь, в высшей партийной школе. Помню, один раз мы попали на ЭСЭХ, которые организовали земляки. Их с Якутии было очень много народу. Мы выезжали на остров, и вот прям полноценный ЭСЭХ со всеми обрядами, с конкурсами, со спортивными состязаниями. Вот, мама, я вот тогда запомнила, что мама у меня участвовала почти во всех видах спорта. И бегала, и палку перетягивала, а потом они канат тянули. Что они только не делали, везде была моя мама. Она и в теннис играла, в волейбол играла. То есть, чего она не умеет, это вот, наверное, скорее сложно сказать, чем то, что она может сделать. Даже шахматы играл, который не знал, как ходить. И вот так проучила 2 года, потом приехала в свой Среднеколымск, райком партии работала инструктором, потом секретарем по идеологии работала, потом родился у меня сын, потом я ушла заведующей общим отделом, работала, потом в райсовете работала, отдел женщин открыла по делам женщин, отделы только тогда образовались по республике. Это то есть мама 24/7, 365, она принадлежит обществу, другим людям. Это у нее постоянные командировки, какие-то собрания, встречи. Потом она, когда уже была мэром города, это значит, она и днем, и ночью. То есть мамы, вот у меня было всегда мамы, нет, мама работает. В 2001 году меня отправили главой администрации города. Этот город Среднеколымск, старинный город по указу Екатерины II стал вот городом. Один из старинных городов на северо-востоке нашей необъятной России. Там вообще квартирный вопрос совсем очень трудный был. И до сих пор с этим квартирным вопросом в Среднеколымске вообще. Поэтому много специалистов и не приезжает. Даже кто приезжает, то уезжают там через некоторые. Жильем очень было. В основном были деревянные, старинные. Как город сам старинный, так и дома были старинные, деревянные. Как ни странно, но благодаря жилищной проблеме Надежда познакомилась с будущим мужем. Как молодого специалиста мне дали одну комнату, где вот Николая, моего мужа, мама жила. И вот он в это время работал в комсомоле, завод отделом. И мы там познакомились, за столом-то кушали вместе. Так что потом собирали комсомольскую свадьбу. Это в 1976 году. Я стала, он заворка отдел, я стала 2-м секретарем, потом 1-м, и нам сказали, вдвоем работать нельзя. Поэтому его подкрепление кадров отправили в органы внутренних дел. Тогда же их совсем мало было. И вообще такая-то работа очень. Сейчас их очень много. Тогда было 4 или сколько человек на весь отдел. Район-то большой, 9 населенных пунктов, которые друг от друга 200, 180, 250 километров. Представляете, вот такое действительно тяжелое время было. Очень рада была, когда у нас первый ребенок, это девочка. Мы так ходили с мужем, девочкой, и вот она родила. Она родилась 8 марта. И до сих пор Маша говорит, у меня должно быть 2 подарка 8 марта. День рождения и как женский праздник. А мы 1 подарок дали. Она говорит, вам повезло, смеемся. Когда вот уже партии не стало, все равно как-то многих это действительно сидели без работы. А у меня как-то все пошло, я в советах работала,
Потом уже администрация пришла, и вот администрация я 92 по 2001 год, это 8-9 лет работала. Замглавы по социальным вопросам. Там работала до выхода на пенсию. Сын закончил 11 класс, поэтому мы переехали в Якутск. Поэтому я тут приехал, думаю, чем же заняться. Сидеть совсем не хочется. Вахтером работала, Министерство строительства, туда-сюда, только где только не была. Занималась различными делами, посещала конкурсы разные проводили. Там участвовала, потом мы создали ансамбль «Колымчанка», ездили в Москву, сокровищница Севера, везде. Вот, участвую и до сих пор уже 7 лет. Я занимаюсь вот этим рукоделием. Вот и с бисером я занимаюсь. Бисер, это я розы сделала. Это у меня вот стоит желтая акация, которая во дворе у Маши растет. Такие эти букеты делала. Потом у меня вот сирень, лакур делала, белую черемуху делала. Занимаюсь алмазной мозаикой. И вот в последнее время я вот СВО, где Орджоникидзе 10, там есть республиканский штаб по оказанию помощи военнослужащим по СВО. Сетки делаем, там коллектив очень хороший, мне нравится, дел много. И, видимо, глядя на них, вот я тоже как-то, как смеется мой муж, говорит, ну ты прям вся в маму. Тоже дома, вот дома не сидеть, это наша кредо. Мы занимаемся общественной жизнью. Мы везде и всюду. Еще и общественная деятельность, это в Женсовете Центрального округа. Занимаемся различными акциями, какие-то встречи, конкурсы, все, что организует наша управа Центрального округа под патронажем мэрии. Вот, мы всегда, везде, в первых рядах. Помогаем и многодетным семьям, детям, новогодние акции, подарки. Также помощь участникам СВО, вот плетем сети, делали блиндажные свечи. И вот гаражные распродажи, там какая-то точечная помощь семьям идет. Но одно из моих самых любимых увлечений был и остается волейбол. Я вхожу в клуб волейбольный «Саха-Печать», и уже лет 15. Мы играем в городской лиге волейбола, уже и в ветеранском составе. Занимаюсь еще общественной деятельностью по линии Сахава, это Сахава волейбольная ассоциация любителей и фанатов этого вида спорта. И это видимо, с молоком матери, потому что воспитываясь в такой семье и вообще глядя на ритм, на темп жизни, чем живут родители, как-то это все впитывается. И ты даже, может быть, не осознавая, и у тебя вот так и выходит. Спустя время и годы получается так, что ты так смотришь, анализируешь и думаешь, боже, ты же ровно повторяешь все за мамой, и идешь как мама. Но мама, надо сказать, для меня это всегда человек, он на пьедестале, который стоит высоко и все-таки далеко. Как-то для меня недостижимый идеал человека, который, я не знаю, я там 1/10, 100-я часть, может, ее.
Так что мама для меня имеет очень большое значение, играет очень большую роль в моей жизни. Образ родителей всегда доминирует в сознании ребенка, ведь семья – это целая вселенная, а родители – как два солнца в ней. Хорошо, когда маленький ребенок чувствует себя центром вселенной, по крайней мере, на какое-то время. Так было и в жизни Марии. А вот у Надежды Иннокентьевны история семьи немного другая. Потому что мы послевоенные годы родились. Я родилась в 49 году. Далеко-далеко, там, где нет ни фельдшерского пункта, ничего нету. Ни садиков, ничего там не было. Участок Орлах, в Верхнеколымском улице родилась, да? Родители занимались животноводством, конечно, рабочие, малограмотные. Мама все время работала дояркой, там, телятницей работала, а отец все время рыбачил. Летом тоже рыбачил, зимой вообще редко мы видели. В семье нас 9 детей, у меня 4 старших брата, потом появилась я. Отец, говорят, там строил праздник. Потом мне рассказывали, старожили, говорят, что твой папа, когда я родилась, от радости, говорит, он откуда-то нашел куль муки и всем раздал, чтобы они оладушки делали, праздновали. Ну, после меня 3 сестренки и 1 братишка, братья старшие. Они рано пошли на работу, поэтому я в основном со своими сестрами помогала доить коров, вот, чтобы облегчить труд своей мамы. Когда вот она работала дояркой, я вот еще, когда маленькая была, все время к ней ходила в хотон помогать маме. Все время старалась ей помочь, это я очень хорошо знаю. Действительно жили как-то не то что бедно, а вообще там чего-то не хватало все время. Когда у нас денег не хватало, отправляли меня просить. У родственников просили вот, на какое-то время, пока там эти поступят откуда-то там деньги, трудодни какие-то у них были там. А я так стеснялась, и до сих пор помню, как я стеснялась просить у кого-то эти деньги. Но все равно надо. Так надо. Летом, когда мы были на участке, мы сами из этих прутьев это делали коняшки, коровы, и эти строили, и вот мы с ними играли, сами себе делали вот хозяйство, как будто у нас большое хозяйство, то да сё, сами строили. А таких игрушек я вообще в детстве не помню. Какое-то у меня детство какие-то такие впечатления совсем не остались. Мы, когда я еще маленькая была, мы жили 4 или 5 семей в одном доме, где шестиугольный дом, в каждом углу одна семья. 2 такие большие кровати вот тут и стол, и все. Никакой мебели, ничего у нас не было. В том углу мы, в другом углу другая, в третьем углу другая семья, и вот так мы жили, я это точно помню. Мама вот Винокурова Мария Егоровна, по девичьи Слепцова, а по мужу Винокурова. Она вот орловская, чисто якутской семьи, их тоже было 8 детей, многодетной семьи. Ее мама прожила 103 года, вот она умерла, я ее помню. Вот такая жизнь, поэтому вот молодежи надо сейчас. Вот я, например, удивляюсь, многие дети не заботятся о своих родителях. Вот это меня как-то очень беспокоит сильно. Например, моя мама умерла 50 лет, когда ей была молодая еще, да? И вот самая младшая моя сестренка Римма Иннокентьевна сейчас в Сардаха работает фельдшером уже 40 с чем-то лет. Ей было всего 6 лет. Или в школе должен быть в школу идти. Отец до этого еще в 65 году умер. Ему было 60, и он постарше был. Мама
Вот, поэтому мы с мамой в основном, пока она была. Очень плохо, что они рано ушли. Может, если бы они еще дольше жили, когда я бы, конечно, очень бы и заботилась бы о своих родителях. Но, к сожалению, жизнь так устроена. Родители Надежды Иннокентьевны вырастили достойных детей. Сегодня они могли бы гордиться ими всеми, без исключения. Все получили образование. Например, вот старший брат, он заслуженный работник культуры, Семен. Он, кстати, писатель был. Халамадол Гульнара написал, три книги сдал. Он умер в 2000 году. Он специальный корреспондент газеты «Кым». Он сам учился. Второй брат у меня ветеран. Третий ветеран труда. Четвертый вообще орден первой, третьей степени вот, получил за свою работу. 40 с чем-то лет работал водитель, шофер. Я, например, заслуженный работник народного хозяйства мне присвоили в 2003 году. Потом сестренка Настя отличник культуры по библиотечной системе. Потом у меня Дарья, это юрист и нотариальная контора работает, и все, у нее все эти степени по нотариальной работе. Вот сейчас в Якутске живет. Потом брат Алексей, он тоже ветеран труда, ветеринарный работник. Все молодцы мы, все как-то. И сейчас нас осталось 6, 3 старших брата уже ушли на тот свет. Но мы с детьми ихними, жен остались, общаемся каждый раз. Так что у нас очень много внуков, правнуков, семьи Винокуровых. Вот что сейчас я хочу сказать молодежи, да? Вот когда родители живы, надо было у них спросить, мы же своей этой молодости, что ли, ничего ни о чем не спрашивали. И наши, видать, и не рассказывали нам такое, или время такое было. Вот сейчас я советую, чтобы пока родители живы, чтобы они им интересовались о их жизни, как они познакомились. По линии отца я многих этих родственников-то и не знаем, откуда он приехал. По-моему, говорят, он казак, с казаков там. Надо было как-то поглубже, что ли, откуда там родом они приехали туда. Человек далеко не всегда поступает правильно. Порой это происходит в силу молодости и незрелости. Озарение, как правило, приходит позже, с возрастом. Но здесь главное признаться самому себе, чтобы потом, в будущем, не совершать ошибок впредь. Однако нашу героиню всю жизнь терзают сомнения по поводу младшей сестры, которую из-за учебы в Москве пришлось оставить на попечение старших братьев. Потом сейчас думаю, может, не надо было мне их оставлять-то, все равно как-то. Ну, тогда обучали же в центральные вузы, республика отправляла. И я училась в Московском технологическом институте мясную и молочную промышленность. Оттуда поехали, никого из деревни, по-русски плохо разговаривали. И я помню, что как мы первый раз приехали в Москву, как мы отважились, сама я не знаю, никто. А раньше, сейчас же мама вот детей там устраивает, а мы сами, я думаю, дождевой какой-то плащ у меня был в деревне. И был как платок, и мы полетели в Москву. Приехали, ну, с Домодедово мы как-то попали в метро, и в этом метро мне совсем не понравилось. Думаю, что под землей они там что-то строили, там, это такое. И вот мы, что делать-то, мы достали вот эту карту, искали свой институт.
никто ничего не знает, одной девчонкой. И вот стоим там, смотрим, вот много эти карты московского метрополитена. И вот стоим и смотрим, куда же нам попасть. Как-то, все равно мы утром приземлились, и на ночь мы еле-еле нашли, где должны учиться и устраиваться. И все уехали, как мы приехали на железной кроватке первую ночь. Так поспали. Ну, первое время впечатление было такое, думаю, куда мы попали, да, и тут и стеснялись, там, тут, как всегда, как все дети, так бывает. Ну, потом освоилась, 5 лет училась, очень хорошо училась, все нормально, там просто усвоилась, и сейчас я езжу в Москву, там у меня много подружек осталось. Летом я сюда не приезжала, потому что далековато там еще. Чтобы попасть в Зырянку, Верхнюю Колымскую область, надо было ехать Уснеру, через Уснеру на маленьких самолетах. Уснера, потом Хандыга, потом Зырянка. Помню, один раз мы неделю застряли в Уснере из-за того, что погоды нет. И там студенты собрались на Индигирском, мы там костер сжигали, каждый вечер там и песни пели, и молодежь. Все молодежь, которые вот ехали отовсюду на свою родину, как говорится, есть, да, на Конюхово. Поэтому я не приезжала, я зимой приезжала, зимнее время, а летом нам пансионаты путевку давали бесплатно, и по всем югам, по этим, везде была, в этих санаториях, вот эти, там действительно отдыхала. Еще ездили в Киев, Волгоград, там все эти города. Минск, Прибалтику, тогда вообще Прибалтику нас очень хорошо встречали. Вот органы, где органная музыка, я до сих пор, у меня вот тут этот орган звенит тут. Вот так удивительно, так интересно было все это. Вот студенческие годы так быстро прошли, 5 лет. Мы же, наша республика направила, поэтому вернулись. И вот меня спрашивают, куда ты поедешь? Говорят, у Салданский улус есть, этот есть Намский и Среднеколымский. Я же из Верхней Колымы, а я думаю, не, я поеду в Среднеколымск, тут рядышком со своей родиной, как говорит, тогда ближе к своим родным родственникам, думаю. И вот меня назначили, отправили туда, заведующим производством мясомолкомбината. Я дошла как молодой специалист, вот мясокомбинат в здании, да, смотрю, ничего такого оборудования нет, которое нас учили в Останкинском молочном заводе, в этом мясокомбинате имени Микояна в Москве, да. Смотрю, никакого такого нету. Смотрю, там что-то железное там стоит посередине, вот, чуть больше вот этого. И я думаю, это что у вас такое? Сепаратор. Я говорю, какой сепаратор? Вот самый главный для молокозавода же сепаратор. А я не узнал. Оказывается, вот омский старый сепаратор был, оказывается. Я вот специалист приехала из Москвы, вот, и не узнала своего. Ну, потом что освоилась, там все нормально. И выпускали разные продукции, кефиры начали мы выпускать, да? Я работала до ноября 1975 года. И потом меня на конференции комсомольской избирали вторым секретарем райкома комсомола. Отсюда началась моя комсомольская жизнь, действительно. И всего потом через 2 года меня первым секретарем. И так я проработала в комсомоле 7 лет. Это самые мои незабываемые годы юности. Бурлящая комсомольскими событиями студенческая жизнь в Москве, а затем и активная партийная работа в Среднеколымске закалили нашу героиню и сделали ее настоящим руководителем. Жизнь дочери тоже была интересной и насыщенной, но это были уже совсем другие времена. Тогда же, конец 80-х, начало 90-х, было время такое видеофильмов. И меня заинтересовали тогда фильмы с участием Джеки Чана, Брюса Ли. И я вот смотрела, и в конце шли такие китайские иероглифы. Я смотрю там, ну, думаю, надо же, другой язык, какие-то непонятные знаки.
И меня это так вот прямо заинтересовало. Я такая подумала, китайский язык, думаю, это интересно. А так вообще я была увлечена английским языком. И думала, после школы буду поступать на ФИЯ, вот здесь в ЕГУ. Значит, приезжаю я в Якутск, готовлюсь к этим экзаменам. В газете мы увидели публикацию, прям целый разворот, я помню, был такой большой, что департамент по подготовке кадров приезжает экзаменационная комиссия, которая будет набирать студентов для учебы за пределами республики. Ну, я так просто так пробежалась взглядом, раз, и такая смотрю, у меня взгляд зацепился. Благовещенский педагогический государственный институт, китайский язык. Смотрю требования, что нужно. А нужно было сдать русский язык и английский язык. И поэтому мы, значит, приходим в этот департамент, смотрим расписание, которое вывесили. Сдала русский, сдала английский и, собственно, ну, и ходила, ну, ждали результат. И узнаю о том, что меня зачислили в Благовещенский институт. И я, ура, говорю, все, я еду. Мама с папой, ой, ай, как это? Ну, они не хотели меня далеко отпускать, конечно, времена были такие, да. И после этого к 1 сентября полетела в Благовещенск, город, который я вообще не знала. Попросили сразу, чтобы нас, земляков, в одну комнату заселили. И вот так мы оказались впятером в одной вот маленькой комнате, в тесноте да не в обиде, зато все свои, и мы будем вместе. Прекрасный вуз, прекрасный город. Воспоминания, конечно, тоже самые добрые. С девчонками, как мы называем, благинские, мы до сих пор поддерживаем связь. Я вот помню вуз, и вот эти аудитории, он прям стоит на набережной Амура. И мы, сидя на парах, глядя вот эти огромные прям там витражи, такие стекла от пола до потолка, ты смотришь на тот берег, а там Китай. Эта набережная Благовещенска выходит на Хэйхэ. И вот я помню то время, Хэйхэ – это была большая деревня. И там вот было пустынно так вот, ну и вот прям вот, ну, деревня. Недавно ездила в Благовещенск. Какое развитие! Вот за эти годы как вообще все изменилось. Хэйхэ, он прям процветает. Благовещенск, вот тоже благодаря тому, что вот связям с Китаем, то, что у них есть вот, отношения торговые, да, тоже очень заметно вырос. Мария, получив блестящее образование, вернулась на родину в Якутию, преподавала китайский язык, вышла замуж. У пары 3 прекрасные дочери. Сегодня Мария Николаевна работает в нефтегазовой отрасли и так же, как и мама, ведет активную общественную жизнь. Не зря говорят, от генов не убежишь. Отец был активист. Он там в комсомоле там руководил, говорят, в каждом совещании, где они и ночью совещали, когда холкводы там. Он там вот, выступал, говорит, критиковал туда-сюда, говорит. Вот такой был активист, папа, оказывается, вот то, что люди рассказывают, вот про это. И потом меня вот комсомол, все комсомол, и вот сейчас бегая, прыгая, это все у меня, я даже не устаю, ничего такого, это все меня изнутри. Комсомол это нам дал, вся закалка комсомольская, никогда не поддавайся, ничего не сдавайся, оптимизм, что ли. Вот это все молодежь нам дала. А сейчас, я не знаю, молодежи такой организации нету. Это все у нас комсомольское осталось. Кто прошел школу комсомола, тот никогда нигде не пропадет. Комсомольцев бывших не бывает. Те, кто когда-то был членом ВЛКСМ, навсегда сохранили юность души, молодой задор, неиссякаемую внутреннюю энергию и крепкую дружбу. Подружка, вот, которая из комсомола, есть у меня подруга, есть, которые мы познакомились, когда участвовали в выборах Путина, президента нашей России. Вот тогда мы познакомились с девчонками, и до сих пор нас 8 человек. Мы любим ездить по республике, путешествовать. Где только мы не были. Были в Нансах, где пески, там золотые пески. Были в Горном Улусе, где река Синяя, там и зимой рыбаким, там туда-сюда. Ездили в Амгу, Ботума ездили несколько раз. В Ленинских столбах были, в Синей ездили. Очень много мы путешествуем. Общение с природой – это
вот такая радость, такое восполнение и вообще такая любовь к своей республике, такая необъятная наша республика. И мне кажется, нигде таких мест нет, как у нас, в этих Якутии. Поэтому мы любим. Год радости. Сейчас уже в последнем году все в возрасте, всем по 70. Например, мне в этом году исполнилось 75 лет. И вот они, ездим все равно, мы стараемся ездить. Ездить. Но мама, да, надо сказать, что она очень легкая на подъем. Мы как-то собрались в семейное путешествие. Мы начинаем потихоньку так собираться. И тут мама спрашивает. И так говорит, а вы, говорит, куда-то, говорит, собрались, что ли? Говорит. Я говорю, ну, так, пока думаем. Она такая, а в какую сторону? Говорит. Я говорю, ну, хотим до Владивостока прокатиться. Да? А почему вы молчите? Все, я с вами, я тоже еду. В общем, вот так вот сели, съездили, вообще замечательно съездили. Мама, ну вот мама, конечно, мне, я же говорю, это просто чудо, а не мама. Она все может, все умеет. Старость меня дома не застанет. Я в дороге, я в пути. Вот это. Вот так. Такой у нас девиз такой. Мама для меня человек очень активный, общественник, и она очень такая многогранная, очень такая интересная личность. Моя мама очень добрая. Я никогда не слышал, чтоб она ругала. Может, я не помню, но все, кто с ней общались, и до сих пор помню, что твоя мама была такая добрая, такая женщина вот спокойная такая. И очень, говорит, любила детей. Жалко, что так вместе мало жили с ней. Комсомол дал путевку в жизнь не только нашей героине, но и всему поколению того периода. Они смело притворяли свои планы, жили с верой в лучшее и огромной любовью в сердце. Годы комсомольской юности для них были самыми яркими и памятными. Мамы давно нет, но она всегда рядом. Она ее ангел-хранитель. Ну а если вы не верите в ангелов, просто посмотрите в глаза